уважаемые жители поселка Усть-Лобчик и Приозерный, сегодня, 18 ноября, в нашем селе вводятся в эксплуатацию 2 жилых 40-квартирных дома. А это значит, 84 семьи получат ключи от новых и долгожданных квартир из аварийного жилищного фонда. Граждане, ранее проживавшие в аварийном жилье, получат ключи в 2 новостройках по улице Набережная 10А и 10Б. Директор общества с ограниченной ответственностью «Стройавто» Андрей Александрович Андреев вручает символические ключи, выкованные кузнецом нашего района Игорем Усачевым, от новых домов Константину Григорьевичу Лазареву и Василию Анатольевичу Гончаренко. Василий Анатольевич, второй дом вам достался. Давайте живите, Для вручения ключей от новых квартир жителям района подъехали несколько семей. И мы начинаем торжественную церемонию вручения ключей новоселам. Василий Анатольевич. Набережная 10Б, квартира 31. Набережная 10Б, квартира 34. Пофотографируйте, да, вы пока тут разберетесь. Ну что ж, встречай своих хозяев в новый дом. И пусть каждый новосел в своих стенах будет здоров, любим и счастлив. С новосельем! Ура! Вот у нас кухня, это у нас кухня, скажем, в квартире, конечно, не открываем, потому что люди еще как бы не живут, чтобы не было такого, кто-то забыл закрыть, уехал и залил квартиру. То есть вода подана, коми-тепловая компания свои обязательства выполнила, то есть можем в любое время включить. Приедет жилец, скажет, заселили и поехали. Андрей, давайте в дом зайдем. Мы, конечно, найдем недостатки, не без этого, но так в целом дом хороший. Тепло. Самое главное. Чуть поджали, а то как бы слишком начинается мороз выйдет, а двора невозможно, пришлось чуть-чуть коми-тепловые, чтобы они поджали. А то потом книжки тепловые не может регулировать. Так вот там мы зажимаем, как бы, чтобы коми-тепловая пришла и сама там сделала. Не, это у нас там технологическая заглушка, вот тут есть, она есть. Да, просто часть поставили, часть не поставили. Все комплектующее, все, что не хватает, все наличие, вплоть до лампочек. Если просят, все раздаем. Это же для стиральной машины. Это для стиральной машины, да. Но технологическая заглушка есть, пластмасса есть, да. Да, технологическая заглушка есть, все есть. Можно поставить сюда. Да, они определяться сами, кто куда чего и ставит. Я бы хотел сказать, что реализация программы переселения из ветхого жилья, которая действует в Российской Федерации, в данном случае на территории Республики Коми, в Краткировском районе, позволит нам значительно улучшить жилищные условия тех граждан, которые проживали в ветхом аварийном жилье, обеспечить их нормальным жильем. Вот вы слышали, что люди ждали по 20, по 30 лет новое жилье, комфортное, благоустроено. Вот многие даже из них сейчас стоят в подъездах и плачут, потому что не верили в том, что это вообще когда-то возможно бесплатно получить новое, хорошее, высококачественное, такое благоустроенное жилье. К сожалению, не все гладко изначально получалось. Вы помните, что в 2015 году осенью еще этих домов и не было. За короткий промежуток времени успели построить, сделать, обеспечить людей и выполнить тем самым программу переселения, которая реализуется в республике. Здесь, конечно, прежде всего хотелось
сказать, что это сделано благодаря довольно серьезному контролю и отношению, прежде всего, главы республики, потому что, помните, первое, с чего начались совещания главы, когда он пришел в октябре месяце, это выполнение программы переселения. Это была из основных задач, которую он взял решать. И мы, так сказать, уже в последующем, в ноябре месяце следующего года, каждую субботу на протяжении текущего года проводили совещаниями с главами администрации муниципальных районов, не только Карткировского, а всех, с тем, чтобы обеспечить своевременное выполнение программы переселения из ветхого аварийного жилья. Могу сказать, что на аналогичный период прошлого года, вот на 1 ноября, программа всего в республике была выполнена на 20%. Сегодня этот показатель уже более 70%, и нам осталось ввести дома еще в целом ряде муниципальных районов области до 31 декабря текущего года. И я абсолютно уверен, что программа, та, которую республика должна была выполнить в 2013 по 2017 год, будет закончена в установленные сроки до 1 сентября текущего года. Вы знаете, что Фонд реформирования жилищного и коммунального хозяйства исключил Республику Коми из проблемных субъектов, где есть вероятность невыполнения программы. Поэтому вот этот дом, это как раз, и этот дом, и его дом, который второй мы сегодня открывали, это и есть как раз вот те этапы выполнения данной программы. Видите, что очень хорошие дома в кирпичном исполнении, сделана среда для того, чтобы могли пользоваться люди с ограниченными возможностями. То есть все условия здесь есть. В таком вот кирпичном исполнении есть еще в каком-нибудь районе у нас? Есть, но не везде. Я думаю, что вот эти дома, которые вот мы здесь сегодня видим, это, ну, наверное, одни из лучших домов. Очень хороший дом в Удорском районе. Есть хорошие, комфортные дома и в целом ряде районов, не обязательно в кирпичном исполнении. Дело в том, что еще люди просят, чтобы были деревянные дома. Кто-то уже привык к деревянных домах, кому-то там легче дышать. Но, тем не менее, все блага цивилизации здесь есть. Здесь есть водопровод, здесь есть водоотведение, тепло, кухня, раковины, все есть. Ни зачем не надо ходить на улицу, заготавливать дрова, сушить их, разжигать, вечером гасить печи и так далее. Здесь все есть для нормальной, комфортной жизни. Ну и здесь вот мы с вами присутствуем, только вид на реку, если честно, я, наверное, и сам бы из Сыктывкара переселился.